ребята, по дороге на Большой Невер здесь остановился. 4G нету. Связь, кстати, не очень. Там была полная антенка. Но здесь есть H+. Заночую-ка я здесь. До Тынды отсюда 128 километров. Алдан 599. Якутск 1123, ребята. Роман. Вова. Очень я приятно. С Белогорска. Встретились с Ромкой, из Белогорска, парень. Проблема случилась. Что там у тебя, говоришь? Вот такая хренотень. Оборвала вот именно. эту штуку камнем. Камнем. Это жесть. А это на что идет? Это идет на ручник. Он сейчас стал на ручник и все. Понял. Получается, ты сейчас что, напрямую сделаешь, что ли? Ну что? да, мимо это. Ну, ясно, держи. Обойду мимо крана. Ну-ка, что там? В каком месте это находится? Так чтобы это знать? вообще-то да, только 2 пальца можешь засунуть. Это примерно хоть где? Вот там под аккумуляторами снизу стоит. Камень бык от колеса отлетел и все, да? Да. И Ханан Александрович, как говорится. Ну ясно. Неплохая, в принципе, я не спорю, машина. Ну, маленькая кабина. Если бы на такой скамейке от, от френча была, да? Ну ничего, чего. Я Тогда тоже, нормально. душа болит, конечно, на Америке раньше ездил всю дорогу. Америка, короче, есть Америка. Америка, Как Америка. говорят, подъезжаешь на стоянку и все, Вот, и прощаешь. вот. Ну ладно, что, давай тогда. До встречи тебе. Вот встретились хоть не с подписчиком. Давай, скажи в камеру, что ты подпишешься. Я подпишусь обязательно. Всё. Как только поймаю интернет. Ладно, давай, всего тебе доброго. Ну все, спасибо. Все, ничего больше не надо. Да нет, справлюсь. Ну ладно, давай, счастливо, ага. Все, вот встретился с человеком, смотрит канал, помог немножко, чем мог. Этот фитинг на 6. Да, я вам скажу, тут не слабенький такой подъем. На второй. Во, запись пошла. Ну вот, я, короче, встретил Вову наконец-то. Наверное, с год я его ловил, никак не мог поймать, только вот в Ютубе. Вот поймались, кипятим чайничек сейчас. Как говорится, а получилось такая, смотрю, человек стоит, ну, остановлюсь, прошу, а у меня оказалась эта штучка, которая тебе надо. Ты починился, еще и догнал меня по дороге. Привет, говорит, Маша. Ну вот, за это особо подарить нечего, вот даю бусы. Спасибо большое. Это бусы называется или четки? Ну, я не знаю, кому как. У меня еще новый автомобиль, как бы я еще там ничего не делал. Я вообще люблю Вольвы. У меня вот даже кепка Вольва. Как бы Скания это. Кстати, ты вот обычно, кто на Сканию садится, типа, все, больше ни на что не променяет. Нет такого? Нет. Я все-таки, вот нам встретилась FM-ка, желтая. Вот, я на такое вот ездил. Я в ней души не чаял. Ну что, ребят, что там у вас колеса, как тормоза, ступица? Горячая? Одна? Может, колодочка там что подклинивает, этот суппорт? Да нет, подшипник. А ты поедешь, ты не пойдешь кушать? Не, я уже пока. Ну ладно. Ты уже потерял времени, короче, до хера. Ладно, что-то я очень рад был познакомиться с тобой. Да, ты мне сегодня помог. Еще и пломбу дашь. Ну, думаю, да. Что, одна дорога. Сколько ты мне, одну даешь, две? Все, Тебе прям подгон? Ну, дают их всех. Короче, подгон. Спасибо тебе. Они как скрабчики, все хорошо. Где-то проводки. Не, у меня такие-то есть эти. А это прям держит, да? Ну ладно, что, пока тогда. Спасибо тебе большое. 808. Ты все время на ней? 808. Запомнил. Телефон надо тебе? Короче, все, попрощались. Машинка тянет у него. Машинка тянет, дай бог. Короче, 400 лошадей. А на горку тянет. Мама, не горюй. То есть вот он сейчас и меня обгонял. Вот сейчас я с парнем тоже познакомился. Он меня, говорит, тоже подписчик, да? Вот на этом френчике. Ой, как красавчик тоже. Надо этот поставить. Леха. А у меня, ребятки, наверное, табуна разбежались все-таки. Потому что едет она у меня на горку слабенько. Скажу вам честно. Пока до этого руки не дошли. Хорошо, что она хотя бы едет.
Ладно, ребятки, пойдемте покушаем на лапрях. Часы работы с 8 до 24. Здрасте. А я думал, что можно у вас посидеть. Можно. Ну, тогда вообще все хорошо. Потому что мне сказали, что тут можно было. Потому что везде нельзя. А тут хорошие, добрые люди. И даже в нормальной посуде, не в одноразовых стаканах. Ну, вообще четко. А что, сдача? Нормально, Да ничего страшного, да? моя сдача. Вот длина, я только сейчас обратил внимание, насколько она длинная. 9 метров, блин. Хотя салон все то же самое, что вот у тебя. Салон пуля в пулю, блин, на Синчаровске. Единственное, блин, очки вот надо, блин, нету очков. Заказать только? А их нету, блин. С Америки что-то шеф тогда пытался заказать. Там такой ценник. Я уже даже в Хабаровске нашел этих 3D принтеры, кто делает, короче. Снял размеры, привез им, говорю, сделайте точно такую же, только с другой стороны. Ну, на другую сторону. 9 рубасов. За кусочек пластика, да? Блин, ага. Ну, с другой стороны, ты знаешь, если на то пошло, это эксклюзив почти уже сейчас. Ну да. Ты вот эти штуки не покупал, они у тебя уже были? А, кого? Вот эти колпачки. Колпаки покупали мы. Вот смотри, вот эти у тебя ни разу не слетали еще? Улетали, там уже у меня саморезы стоят. Уже саморезы. Ага. Ну что, ребят, вот и познакомился с Лехой на коронаде. Длинная у него коронада. Красивая машина. Ну что, у меня френчик тоже будет красивый. И сейчас он молодец. Ну что, привет, Якутия, суровая красавица. Вот я и вернулся. Останавливался, спросил, нужна помощь, нет. Взорвалось колесо, там снизу немножко повредило ревку. Ну, в этих случаях как? Ну, не насквозь, конечно, но там наружный слой там поломало у ревки снизу. Вот она жизнь, блин. Денег нет на колесо, не дают, езжай. А логистам пофигу тоже, у них сроки. В общем, водитель вот в таких ситуациях получается не то чтобы остается крайне. Водитель воспринимает все вот эти моменты на себя. И те люди, которые сидят в кабинетах, соответственно, никто не видит этот труд. Хорошо, сейчас еще тепло, хорошая дорога, светло, нет дождя. Ну, поменял и все. А бывает же гораздо худшие ситуации. На подъеме, не дай бог, там где скользко, еще что-нибудь. Так что, друзья мои, как ни крути, наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд, как говорится, не очень-то видна. Короче, ребят, ситуация такая. Сейчас подъезжаю к посту Беркакит. С документами у меня не все хорошо. Потому что мне нужно вот этот вот документ, который здесь мне Жека скинул. А я раньше где ехал, ну, думал, что он сохранится, скачается. А он так и не скачался. А здесь нет связи, не могу его открыть. Короче, это разрешение, которое уже сделали, фотография этого разрешения. Оно не скачивается, как я им покажу. Короче, сейчас еду на пост, на суровый серьезный пост, где меня могут сейчас, как говорится, принять с распростертыми объятиями. Потому что у меня проблема, ну не скачивается этот файл. Вот за этим бугорком будет пост Беркакита, ребята. Жесть. Не знаю, посмотрим, как будет развиваться события дальше, друзья. Вон там вдали, вон ихняя сторожка. А здесь по негабариту, по этим разрешениям очень серьезно. Чрезмерно серьезно, друзья. Не знаю, на что я надеюсь. Попросил Якутию маму. О, вы знаете, смотрите, только про Якутию маму сказал. Все скачалось. Ребятки, скачалось. Вот оно. Я в шоке.
Якутия мама, спасибо. Помогла мне. Только заикнулся про нее. Отлично. Надеюсь, вот это в электронном виде прокатит. Все, меня встречают гостеприимно. Будут махать. Не помахали. Это же надо. Я в шоке, ребята. Ладно, будем делать ставки, господа. Кто за то, чтобы кидать денежки на границе? Вы можете смеяться, я тоже улыбаюсь. Но, честно говоря, я это сделал в этот раз тоже. Я иду по зеленой, господа. Шок. Я от него еще не отошел. Вы сами это все видели. Человек вышел, ждал палочкой. Мог бы вот так сделать. Всегда здесь разрешение проверяли. Да, ребята. Вот так вот бывает. Ну все, едем дальше. Кафе Сакура, господа. Здесь есть шиномонтажка. Ух ты. Леха, что там у тебя? Все нормально? Так, ребят, теперь я все понял. Как вы меня вычисляете? Блин, по бортовому номеру 0402. Ладно, этот номер я буду обдирать скоро. Но машина от моя, тем не менее, меньше заметнее не будет. Я вам потом скажу, что там будет. Потому что потом у меня в планах... Короче, грандиозные планы, не буду заранее раскрывать. Ребятки, вот такая ситуация. Вот она, Стелла, стою здесь. Смотрел сейчас, значит, ну, ютубик заходил там туда-сюда. Лайки кое-кому поставил. Ахмедычу. Ахмедыч Лайф, он там видосы про меня выпустил. Ну, не как про меня, про дальнобойщиков, про своих друзей. И я там у него в конце ролика. Привет, Ахмедыч. Здорово. Вот, так вот. Подходит ко мне сейчас тоже подписчик. Я вас смотрю, блин, здорово. Здравствуйте, вам тоже. И он сказал, как меня узнают по вот этому номеру. Ладно, все нормально, ребята, все хорошо, прорвемся. Короче, чай попил, кофе попил. До Алдана ехать часа 4-5. Сегодня до Алдана собираюсь добраться. Времени на дворе 21:01. То есть, грубо говоря, часа 2 ночи буду там. Ну ладно, поехали. Подъезжаем Большой Хадыми. Друзья, остановлюсь, обойду машинку, проверю, посмотрю. Если все нормально, поеду, наверное, дальше. Да, ребятки, думал, тут стоянка забитая. Стоит один грузовичок. О как. Тут прохладненько, я вам скажу. Сколько градусов? Плюс 2. Это вам не 20, а я в рубашечке летней. Я думаю, надо будет продолжить путешествие. 23-28, 11:30. А мне ехать еще 167 километров. Не слабо. 11:30. Ну, часа в 2, наверное, я приеду. Ну что, друзья, поехали далее. Что нам остается? Чтобы уже утром не вставать, никуда не лететь. У меня в 10 часов будет клиент звонить, разгрузка. Поехали. Чтобы уже там проснуться в Алдане. И уже, как говорится, быть на месте. Не надо никуда там суету наводить. Чтобы выспаться как положено, не нервничать. Что просплю там куда-то. Все, ребятки, погнали. Господа, все. Я уже спать хочу, как, не знаю, очень сильно. Алдан. Надеюсь, здесь будет местечко,
чтобы припарковать машину. Поставленная задача выполнена. У меня есть еще примерно 6-7 часов поспать. И что самое интересное, смотрите, мест полно. Ну все. Что, ребята, я спать, а вы не отключайтесь. Друзья, всем добра. Я, как и есть, на Алдане. Ладно, приехал ко мне клиент забирать часть груза. Пойду ему открывать двери, сейчас полезу на крышу и так далее. Ну что, ребятки, давайте позанимаемся, как это правильно по-другому, эквилибризмом. Эквилибризмом. Может быть, как-то это иначе звучит, но для меня это будет звучать именно так. Вот так вот, потому что так, это держится. Ни разу по этой штуке я еще не поднимался, вот по этой. Посмотрим, как оно там, чего там оно. Не убиться бы, да еще в тапочках, надо было красочи хотя бы одеть. Так, ну вот она и крыша. Ну что, осталось сюда как-то запрыгнуть вот так вот, чтобы не повредить свой организм новый. Все. Ух ты. Такое чувство, что это не сильно старый след, да? Но не знаю. Мой, не мой, врать не буду. Это тоже нездоровая канитель от погрузчиков. Тоже какая-то херота. Привет. Так, ну что тут у нас? Что пишут вообще? Пишут. Фу. Пишут пыльно. Не более, не менее. Я вчера, короче, ехал по этой реконструкции так долго, вообще капец. Не ожидал я. Я когда последний раз возле Тита пересек Тита, короче, капец, там началось. Я думал, это не кончится. И, короче, получилось, что я ехал долго. 4 часа аж приехал ночью. Думал, в 2 приеду. Там километров 50, наверное, да? Не знаю, мне показалось, что там вечность. Ну. Да может меньше. Меньше там 50 может быть. Но ехал что-то очень долго прям. Насыпали вот этой херни, не разровняли ни хрена. По обоим полосам. Я боялся камень проткнуть колесо. Там все в этих булыжниках, в острых, там все торчит. У меня еще резина херовенькая. О, поддалось. Короче, не знаю, что там произошло. Вот так вот это все выглядит. И тут чекло все время не по-детски. То эти пленки сказали рвать, и все это надо разбирать и забирать. Ну, можно не разбирать, а вытащить как-то изнутри, может. Визуальных повреждений нет никаких. Вот сейчас сняли эту пленку. Здесь вот масло все. Снизу. Да, снизу. Вот тут вот с этого угла масло. Значит, это все в обрешетках, ничего не испорчено. Все, вот будем сейчас разбирать, смотреть, что там, что дальше, из-за чего. Надо стараться мусор этот на пол не кидать. Ага. То есть вот так вот все. Все четенько, ничего не помято. Пустое ведро. Вот оно. Это из-за чего? Вот трещина в банке самой. То есть само ведро стояло на обрешетке, все четко. Сама банка каким-то образом продырявилась. А там ничего не могло снизу продырявить. То есть нету никаких вмятин здесь, да? Именно по шву. Вот по шву на 20-литровой канистре Кикса. Все пустая. И она пустая полностью. Абсолютно пустая банка Кикс. Вот эта. Стояла она вот здесь в углу. Что-то продырявить ее здесь тоже не могло. Это брак какой-то банки. Заводской. Какой-то заводской брак банки, да. Потому что вот все в обрешетке, все вроде четко, да? Ты подтверждаешь? Да, тут ни гвоздя, ничего нет. Все, ни гвоздей, ничего. То есть оно не могло достать здесь саму банку. Эта банка просто была некачественная. Вот и все. Это удивительно, но факт.
Может, качественно, не качественно, потому что масло, оно же тоже там плюхается, да? И вот эту часть оно как бы выгибало вот так, да? Возможно, при транспортировке еще откуда там, с Кореи она ехала, она ж плюхалась, да? На паровозе она там ехала, плюхалась. Вот так вот играла, да? Но она полная. Ну, короче, банка пустая. Груз отдан. Я весь, я вам скажу, чистый. В переносном смысле этого слова, я ж по будке лазил. Вот машинка, которая забирала груз. Поехал он. Банка продырявилась каким-то образом, непонятно. Завел машину. Поеду дальше на Якутск. Сейчас заеду в Томот, наверное. Приму душ, поменяю одежду. И дальше. Вот такой вот мой боевой конь. Воздух накачал. Поехали в Томотик. Ребят, убегаю от дождя, от ливня. Впереди дорога еще почти сухая. Смотрите сзади. А сзади прям там вот я только что прям вырвался оттуда. И вот у меня примерно вот так вот накрапывает, как будто ветер в эту сторону. И я вот из-под тучи ухожу. Погоня. Нас не догонят. Классический красавчик. Фreightliner. Ну что могу сказать? Значит, туалет, душ не работает. Кафешка не работает. Магазин, значит, по запчастям работает, но там не было давно никакого завоза. Толком там ничего нету. Дальше. Сюда зашел, без маски не обслуживают. Только в маске. Там все натянуто веревкой, там стоишь издалека. Короче, дурдом. Смотрите, какой нежданчик, ребята. Офигеть. Вот раньше в Севе была дорога, ничего не предвещало. Ничего. А сейчас все. Объезд. Там что-то взорвали. Ну, короче, что-то делали. Сначала я увидел такое, взметнулась пыль такая вверх. А потом уже реально, ну, по ушам давление. Хоть и в машине были стекла закрыты. Ну, взрыв был, короче. Тут взрывали породу или что там они там делали. Подожди, говорит, грейдер пройдет. Иначе, говорит, это порежешь колеса. Сейчас он, говорит, там заровняет. Вот куда куски долетели. Остатки от взрыва. Рвануло не по-детски. Там яма. Вон аж где булдыганы, видите, в зеркале. Ядовитое облако, селитра и всякая такая фигня, говорит. Ну ладно, что делать, постоим. Селитра, значит. А трактористу можно. Видимо, тут заряд был так повсеместно, не в одном месте. Сразу, ну, повсюду заложили, в разных местах. Друзья, чем здесь отличается утро или там ночь? Тем, что тут бывает ночь. Как это называется, как это правильно? Белая ночь. Солнце почти не прячется. Сейчас времени, как вы думаете, сколько? Судя по солнцу. Пол-7 утра. Наверное, так.
Автосервис, шиномонтаж, Москва. Так, ребятки, 7:30. Нижний Бестях еще спит. Никого нету, а мы едем на паром. Т-34 вроде бы, да? Где-то через час, может раньше, даже через полчаса здесь все живет. Будет полно машин, народу. Город проснется. Очередь из машин. На этот паром я, наверное, не попадаю. Надо было раньше ехать.